Сәлеметсіздер ме? Арнама қош келдіңіздер. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Шатах Маратовна. Сегодня я вам расскажу, что такое СВ и НСВ поподробнее. Интересная тема? То продолжайте смотреть это видео. Өткен өткенімізде глаголдың екі түрі бар, СВ және НСВ. Итак, мы знаем из прошлого урока, что есть два вида глагола, СВ и НСВ. НСВ – это несовершенный вид глагола, отвечает на вопрос «что делать?». Бывает в настоящем, прошедшем и будущем сложном времени, например, играть. СВ – это совершенный вид. Отвечать на вопрос «что сделать?». Бывает в прошедшем и в будущем времени. Например, сыграть. СВ және НСВ үш әдіспен түзіледі. Бірінші префикс арқылы, екінші суффикс арқылы, үшінші екі түбірі әртүрлі сөзден құралады. Итак, способы образования СВ и НСВ существует три вида. Первый – это префикс, второй – это суффикс, и третий – разные слова. С помощью префикса есть такие глаголы, например, делать, сделать. С помощью префикса «с» есть, съесть. Не забываем про твердый знак. Играть, сыграть, сыграть. Здесь «и» превращается в «э». И с помощью префикса «на» писать, написать. И с помощью префикса «про» читать, прочитать. Учить, выучить. Завтракать, позавтракать. Смотреть, посмотреть. Слушать, послушать. Думать, подумать. Ехать, поехать. Идти, пойти. Слышать, услышать. Готовить, приготовить или подготовить. Смотрим на контекст. Если говорим о еде, то тогда приготовить. А если про домашнее задание, то можно говорить и приготовить, и подготовить. Второе образование – это с помощью суффикса. Покупать, купить. Решать, решить. Как видите, здесь, если НСВ решать, окончание, суффикс, то СВ решить, суффикс и превращается в и. Отвечать, ответить. Повторять, повторить. Изучать, изучить. Забывать, забыть. Здесь «ва» суффикс превращается в суффикс Показывать, показать. Здесь «ва» превращается в «а». Спрашивать, спросить. Здесь «ива» суффикс превращается в суффикс «и». Вставать, встать. Давать, дать. Отдыхать, отдохнуть. Встречать, встретить. Встречаться, встретиться. Начинать, начать. Заканчивать, закончить. И третье – это образование разными корнями. Например, говорить, сказать. Если говорить НСВ, то сказать – это СВ. Брать, взять. Понимать, понять. Класть, положить. Ложиться, лечь. Садиться, сесть. Становиться, стать. Возвращаться, вернуться. Ал мына таблицадан біз СВ және НСВ-ні қай кезде қолданамыз және оның мағыналары туралы білетін боламыз. Здесь мы узнаем, когда используем СВ и НСВ и значение СВ и НСВ.
НСВ – несовершенный вид. Мы используем, когда говорим о факте. Например, я готовлю ужин. Сейчас, например. Или о процессе, который длится. Он играет в футбол. В данный момент он играет в футбол. Или повторяемое действие. Они играют каждый день. Или используем наречие часто, редко, обычно, иногда, всегда, никогда, долго. Или говорим о часах, или о дне, о годах. Или же говорим весь день, весь вечер, всю ночь, весь год, всю жизнь. Можно узнать по этим признакам. А совершенный вид используется, когда говорим о результате. Например, я приготовила ужин. Значит, я уже приготовила ужин. Или совершаем однократное действие. Например, я вчера вечером в 7 часов приготовила ужин. Это говорится, когда мы уже приготовили ужин в определенное время. Ал мына таблицада глаголдардың суффикспен және префикспен немесе түбірлері әртүрлі болған кездерде жақтарға қалай жіктелетінін көрсетіп қойдым. Здесь можно узнать, как изменяются по лицам. Например, СВ и НСВ. Например, давайте посмотрим, как изменяется по лицам глагол «делать». НСВ – «делать». Я делаю, ты делаешь, он, она, оно делает. Мы делаем, вы делаете, они делают. А СВ – «сделать». Я сделал, ты сделал, он сделал, мы сделали, вы сделали, они сделали. Как видите, здесь в единственном числе окончание «л» и во множественном числе окончание «ли». Везде одинаковый. В первом случае мы использовали префикс, а во втором случае мы используем суффикс. Например, изучать. Я изучаю, ты изучаешь, он изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают. Это НСВ. А если СВ, то будет я изучил, ты изучил, он изучил, мы изучили, вы изучили, они изучили. Как видите, как в первом примере, здесь тоже в единственном числе суффикс «л», а во множественном числе «ли». Также будет меняться глагол «брать», «взять». Я беру, ты берешь, он, она, оно берет, мы берем, вы берете, они берут. А СВ будет я взяла, ты взяла, она взяла, мы взяли, вы взяли, они взяли. Давайте теперь потренируемся. Остановите видео и выберите глагол СВ и НСВ в нужной форме. Если выполнили, то давайте посмотрим на правильный ответ. В первом предложении будет «Он читал газету и говорил по телефону». Здесь мы говорим о факте. Процесс идет. Значит, это НСВ. Во втором предложении «Сегодня утром Ольга встала в 7 часов, приняла душ, выпила кофе, прочитала последние новости и в 8 часов пошла на работу». Здесь мы использовали глаголы с помощью суффикса и префикса, поэтому это глаголы СВ. Третье предложение. Ты читал «Войну и мир». Здесь мы говорим вообще о процессе, поэтому читал это НСВ. И четвертое предложение.
а ты уже прочитал Евгения Онегина? У тебя, кажется, завтра контрольная по литературе. Здесь СВ прочитал с помощью префикса. Приставки образование глагола. В пятом предложении. Завтра у бабушки день рождения. Обязательно позвоню ей. СВ. И следующее предложение. Когда будет готов отчет? Я уже написал и 5 минут назад отправил его вам по электронной почте. Здесь мы используем СВ с помощью приставки и суффикса. Поэтому СВ. Следующее предложение. Вы уже закончили отчет? Пока нет. Думаю, что через пару часов закончу. Здесь тоже СВ. Законченное действие. Здесь мы используем наречие «никогда». Один из признаков НСВ. Поэтому это НСВ. И последнее предложение. Соня никогда раньше не отдыхала в Сочи. Мы здесь говорим о факте, поэтому это НСВ. Думаю, что урок был полезным. Сегодня вы узнали много чего о НСВ и СВ. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, поделитесь с друзьями. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за ваше внимание.